Бои делают 2 человека. А если груша и бегает еще, то, конечно, устанешь. Но уже не с кем драться. По второму кругу уже пошли. Я был самый умный в классе, походу. Так. Этот урок я прогулял. Он черт. Говорят, что ты выскочка. Серьезно? Кто будет отвечать за базар? Так, вот если выбрать из Перса или Калмыкова, кто тебе больше нравится? Что, дурачок, что ли? Сейчас я другу позову одного. Тэквондо, айкидо. Надо рубануть, братан, чтобы потом не было разговора. Он считает, что потянет тебя. Что, бессмертный, что ли? Давай, брат. Тебе слово. Ладно, не бойся, хорошо? Это подсказывает. Подсказывает? Да. Братва, сестерва, мой очередной вам салам. Наконец-то это будет юмористический ролик. Здесь будет у нас, опять же, интересный спортсмен, также будет спарринг и, конечно же, беседа с этим спортсменом и небольшой пранк. В крайнем случае можете похейтить, ничего страшного, написать, проявлять актив на странице. Это даже хорошо. Так что заваривайте чаечек. Сейчас меня собьют. Все, снимаешь? Так что заваривайте чаечек, усаживайтесь поудобнее, настройтесь положительно и смотрите этот ролик. Приятного просмотра. Что-то он уже прицелился, смотрите. X gon' give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver. Чего ждем? Да, все? Не увидел? Я думал, он что-то настраивает. Итак, дорогие друзья, мы начинаем наш Хамди подкаст. В гостях у нас мистер Киборг, Мухаммад Калмыков, чемпион хардкора и по совместительству мой старый знакомый и друг. Также у нас в гостях мой друг Руслан Добриев. И сейчас мы зададим Мухаммаду несколько вопросов, просто в братской беседе пообщаемся, мы так перекусили. Прямо от души перекусили, спасибо. Я с теплицем всегда не уж эти радуют. Кем ты себя представлял в детстве? Ну, я, с детства был фанатиком, допустим, спецназа и так далее. Знаешь, хотел поступить в погранвойска, в ФСБ. Мечтал. Но что-то пошло не по плану. Самый первый тест не сдал. Ну и поступил в МЧС, старый добрый МЧС. Кстати, мы с Сельмом учились там. Он как порядочный курсант выполнял все задания, выезжал на все мероприятия, да. Как раз диплом, да, отлетный кончил. Ну, практически. 0,2 балла не хватило, и мне там один преподаватель, не буду называть его имя, не дал мне пересдать, к сожалению. В общем, молодцом был, но я был совсем противоположность Зельма. Это тоже не совсем правда. Я просто не палился, я делал свои дела. Честно говоря, я в МЧС себя не видел. Я так же, как и в детстве, да, хотел в МЧС отслужиться, потом перевестись куда-то в спецназ. Вот. Ну, в какой момент это желание у тебя пропало? Просто интересно. Когда ты понял, что и в спецназ ты не хочешь? Честно, у меня до сих пор есть желание. Да? Да, я говорю. Ты просто хочешь по беспределу кого-то поломать, мне кажется. Ты можешь назвать вот 3 самых сложных соперников вот на сегодняшний день из своей вот именно карьеры вот профессиональной вот нынешней? Знаешь, хороший вопрос. Лично для меня самый сложный это самый первый бой, потому что первый это психологически, да и физически я не был готов к этому, морально тоже. Это первый бой. Второй бой с Эмилием Бахшиевым, тяжело до 8. Ну и третий бой, все говорят, что Тараблин самый опасный, но с Тараблиным, как я по книжке отработал все. Ну, для меня это легко было, не знаю почему. Так, если мы уже начали говорить о боях, то скажем о твоем самом крайнем бое, Али Хайбати. Как ты можешь вообще оценить сам бой, сам поединок? Допустим, что ты планировал? Получился ли план на бой вообще или отошел ты? Смотри, я настолько был готов к этому бою. И по диете, и по функционалу, и по всем фронтам я был готов идеально. И у меня была задача не пропустить ни одного удара. Когда вот это здесь под трусом он поднял, он ударил меня. Ты знаешь, по касательной, еще открытой перчаткой. Меня это очень сильно разозлило. Я уже хотел с этого момента рубануть его. Я, видно было, заряжался на каждый удар. А надо было мне совсем по-другому работать. Легко, быстро дурачка из него сделать, там, переиграть и все. Но очень был недоволен собой, очень терзал себя и так далее, что плохо подрался, то все. Я вторые сутки не спал, потом с другом списались, он мне объяснил,
Он говорит, бои делают два человека, говорит, в стиле делают два человека. Конечно. Если, говорит, один убегает, говорит, ну, не дают тебе драться. Вот ты выложился на все 100%, ты сделал, что мог. Если Да. второй соперник не дает тебе драться, ну, что ты поделаешь, говорит. Вот и все. Ничего страшного, говорит, молодец. Тогда я выдохнул, пересмотрел бой тоже, ну, неплохо в целом. Если, конечно, устанешь, грушу ты бьешь 4 раунда, устаешь. Еще, а если груша и бегает еще, то, конечно, устанешь даже. Представим отрезок временной. Первый день подготовки к конкретному бою. И вот как бой завершился, вот тебе руку подняли. Самый тяжелый момент в этом периоде для тебя какой? Может, весогонка или тренировки, или сам бой? Самый легкий, самый простой – это сам бой для меня. Да. Самый кайфовый. Самый тяжелый – это последняя неделя-две. Знаешь, вот это самый тяжелый. Обычно этого не замечают люди. А то, что путь, который ты проложил, чтобы достичь этого, мало кто видит и понимает. В любом случае, ты как спортсмен на кого-то равнялся. У тебя был человек, какой-нибудь известный человек, я полагаю, спортсмен, на которого ты смотрел в юношестве, в детстве и хотел достичь его уровня примерно. Вот для тебя кто был примером для подражания? Я раньше очень, да, из самого детства видосы, фильмы всякие смотрел. Приходил на тренировку, отрабатывал это все. Нестандартный момент. Тренер спрашивает, можно так? Он говорит, да, можно. Все, что угодно. Я и фантазировал. У меня это прокатывало все. И на соревнованиях, и везде. Например, приведу. На борьбу пошел я в 10 классе. Полгода позанимался, и я уже наравне боролся с теми ребятами, кто 6 лет, 7 лет занимались вольной борьбой. И даже обыгрывал их. Я также вольную борьбу смотрел там, на Гиду Иванова, на Вещика Кудухова, и так, на многих там смотрел и повторял это все, старался. Получалось, все получалось. В течение года я на вольную борьбу освоил с кайфом. Дальше уже тэквондо продолжил. Фильм «Бойко» это смотрели? Неоспоримый. Юрий Бойко? Да, Юрий Бойко. Ну вот, как он двигался. Причесон ты там был, да? Так, Вот с таких вот фильмов ты вообще набирался опыта. Для некоторых это смешно, но так и есть. Именно в голове развивался, не только физически. ну, многие взяли, вот Джеки Чан тоже, например, бойцом не был, Ван Дам, многие смотрели, там, повторяли его прием. Кулачка – это все-таки такой жесткий вид спорта, тем более в России он недавно начал активно продвигаться. И вот как отреагировали у тебя в семье именно на выступление в кулачных боях? Это вообще самое смешное. Я, короче, первый бой провел. И этот бой вышел спустя 3 месяца где-то. Нет, или 1,5 месяца, где-то так. Ну, большой период был. Да. Родители не знали, никто не знал про это. И как-то отцу начали звонить, название, о, поздравляю, вот там камень выиграл. И отец, в чем, говорю, что случилось, не понимает. Потом он с ним поговорил, и он мне запретил, я тебе запрещаю, и больше, чтобы я тебя там не видел. Да, хорошо. И я уже для себя думал, ну, раз начал, надо до конца это делать, это я не могу так просто взять и уйти. Подумал, что испугался, да. Ну и сам я не мог это перебороть. И через неделю после нашего разговора я пошел и опять подрался. Ну, там у меня ничего не было, ну, на лице вообще никаких следов не было. И этот бой также вышел, отец меня поругал. Я с ним поговорил, я говорю, папа, я не могу все так быстро бросить. Сейчас начал, я до конца пойду, что бы там ни стоило. Надо же попробовать. Он смирился, все, начал наблюдать сам. Сейчас он сам ярый фанат. Ну, я думаю, он понял тебя по-мужски, да, в любом случае. Да, он меня поддержал. Но мама до сих пор говорит, уходи где-то туда. Какой там досуг, может, какие у тебя еще интересы есть? Кино смотрю, очень люблю кино смотреть. Все фильмы пересмотрел, сейчас скучно что-то. Закончились, да? Закончились по второму разу. Прикинь, пошел. на Кинопоиске там смотрят фильмы и такой черный экран, кино, все. А так уже кончился. настолько погрузился вот в этот режим. Спорт, да, и без спорта не могу. Я вот уже неделю после боя отдыхаю, я некомфортно себя чувствую. Мне хочется уже тренироваться. Что бы хотелось бы изменить там в жизни, например, где-то какая-то ошибка была, где ты повернул это на другой развилке, не знаю, ну, вот, чтобы поступить иначе, не так, как ты сделал это. О чем ты сожалеешь, может? Знаешь, брат, такой тонкий момент. Если бы я была бы возможность изменить, да, я бы, наверное, совсем другим человеком стал. Ну, да. Эти моменты закалили меня своего рода.
Поэтому ты такой какой-то есть, да? Да. Я думал, что скажешь, МЧС бы не пошел 5 лет. 4 года бы не потерял. Всем Да не, ВИГП, салам алейкум. Там я столько опыта набрался во всех фронтах, в смысле. И я бы еще раз 5 лет отучился. На самом деле, отсылка такая небольшая в нашем институте, мы должны рассказать, кстати, там в нашей группе моего курса там следят что-то за моей этой. И что-то про тебя тоже, кстати, тебе привет говорили передать, мой курс. И суть в том, что Воронежский институт государственной противопожарной службы на сегодняшний день уже не существует, но это реально такая школа жизни была. Там разные национальности были, везде движухи, где-то кипиш, еще что-то. И Мухаммад уже не первый раз мне в личной беседе один раз сказал, что я нормально, правильно двигался, но я двигался просто грамотно. На самом деле я там исполнял. У меня один раз, кто может увидеть, из-за меня центр города, улицу Кольцовскую перекрывали, там были все спецслужбы, начиная там, ну, короче, исполнял я нормально, но просто... У некоторых вещей нету срока давности, поэтому... Двигался аккуратно. И мы чуть... Походу у меня одного было там 16 выговоров, 3 строгача действующих. Мы с ним одно время тренировались вместе, и по рукопашке, да, по-моему, ездили? Да. Пару турниров. Короче, это такая отсылка к Воронежу. Хороший город, хороший институт. Очень, да, и руководители все, и руководство, ну, прям с кайфом отучился. Кому из воронежских бы передал салам, привет? Есть такие из института, например? Конечно. Ну, офицерам передал привет. С офицерами на связи я со всеми практически. Да, с Ефимовым, с Малюгиным, с Авраменко, с Андреем Литвиновым. Все наши, брат. Ты, по-моему, с этим учился в группе Гусева, Ваня, да? С тобой учился? Гусева помню, да. В чем сила, брат, скажи? Однозначно. Сила в правде, в справедливости. Голосовать будешь на выборах? За кого? Конечно. Путин. С кем бы ты вот из спортивного интереса хотел бы провести бой? Вот из импортных, скажем так, спортсменов? Из иностранных? Ну, братан, я не знаю, Бернак или кто там у них там действующий чемпион. Вот с их чемпионом подрался бы. С топовыми бойцами UFC подрался бы на кулаках. Прям на изи. Тут в России уже, ну, я не спорю, оппозиция намного серьезнее. В плане кулачки. Уже не с кем драться, по второму кругу уже пошли. Поэтому я бы... Пускай везут. Интересное предложение, пусть делают. Очень такой серьезный вопрос. Даже на грани опасности. Тот вопрос, о котором я думаю. Ну, не знаю, о ком ты думаешь. На грани опасности. Что такое чапелька, знаешь? Он напрягся. Чапелька, что такое, знаешь? Чапелька, знаешь? Да. Не знаешь? Нет. Да плохо. Это, короче, этот, как его называется? Ингушское национальное блюдо? Да, как хичины, только ингушские. Да? Хичин, оптимизированный под ингуш. По сути, это наш косяк, что он не знает, потому что мы его не угостили. Кстати, тогда, когда у Ивана Салмана шоу проходило, мы его ели. Помнишь, лепешки такие? Да. Мы ели дулхалту, мясо с этим бульоном, еще отдельные лепешки. Это лимон мне вдавил, да? Бомбочка. Бомбочка. Так, Очень вкусно. мы всем, наверное, задаем этот вопрос, потому что это чисто для такого забайтить малолеток в комментариях. BMW или Mercedes? Ауди. А если именно или с BMW или Mercedes выбрать? Думаю, прям с Мерседес. Тоже там. Давай, счастливо. Что-то, блин, Я же уже... не гонщик, брат, я больше за комфорт. Слушай, ну если говорить объективно, раз пошла тоже Мерседес. система... Я на Мерседесе. Мерседес это, ну, это уровень. Человек, который есть на Мерседесе, ему доказывать нечего. Тем более... С одной фарой, да? С одной фарой. Он взорванный, понимаешь, это другое. Так, ну я скажу Ягуар, нормально. Audi, кстати, очень классная машина. Знаешь почему? Потому что она в себе совмещает и драйв от BMW, и качество, комфорт от Мерседеса. Это полный привод, это чистое. Вот. Короче, Audi вышел Согласись, контракт. да? Audi, свяжитесь со мной. Да, это вот. Вот наши национальности, мы ингуши оба, ты кабардинец. Ингуши, кабардинцы, короче, кто по кайфу. Ты скажи какое-нибудь слово, в любую фразу на кабардинском, и мы там не знаю, по звучанию, вообще как-нибудь попытаемся определить, что это. Потом мы говорим на ингушском, и так где-то по 3 фразы обменяемся. Да. Какой-нибудь. Только не самый просто, да, уж я знаю. Он кабардинец. Он кабардинец. Мы ингуши. Чистокровные ингуши, он чистокровный кабардинец. Просто чисто как мы поймем друг друга. Нас двое, правда, нечестно. Сытву зюхает. Еще раз. Сытву зюхает. Это не Маджи? Ты что, сюда пришел? Нет. Судя по тому, что он вскидывает голову, это вопрос. Так ведь? Ну да, хорош, смотри. Ты хорош, смотри, башка. Это логика. Только прикидываешься глупо. Можно еще раз? Сытву зюхает. Давай, наугад. Что ты хочешь? Фига себе. А Что ты от меня хочешь? Давай, теперь мы. Я скажу тебе. Хамди.
Хамдат, брат. Челик, значит. Есть что, типа, да? Да, так это мой канал так называется, знаешь? Это такая легкая интеграция. Скрытая реклама. Так, душевно двигался в свое время. Всё, не зря же, как говорил тогда, ингуши Натаскали. Давай, следующая фраза. По 3. I just... I just, я только на английском. I just. Я просто. I just wanna make a switch. Snoop Dogg, свяжитесь. Так, передаю салам своему преподавателю по английскому. Вы тут проиграли, по-моему. Подожди, давай, брат. Там было, сыт, он говорил вот это, там еще Т была задвоенная, по-моему. Сыт, узухе было, по-моему, узухе? Как ты запомнил? Я не знаю. Просто Так, ладно. Ты не кабардинец? я ингуш. Ну-ка, подтверди на ингушском, скажи, я тебе не верю. Скажи, что на ингушском. Галаусу. Цен галаусу. Ты гонишь, ты думаешь, я тебе вопросы задаю? Я думал, что-нибудь там обменяемся информацией. Короче, блин, я не знаю. Это вопрос тоже связанный, типа, вот сыт узухе, по-моему, да, было? Ситы зухой. Да, типа, что ты хочешь, значит, там где-то что-то фигурирует что. Ты был самый умный в классе, походу. Мне кажется, это вопрос, типа, что было дальше, что-то такое. Что было, ну, потом что-то с этим связано, потому что сыт и там есть, но по логике. Прикинь. Правильно? Че, округли что-то? А? Округли, ты много слов говоришь. Конкретику скажи. Что потом пусть будет? Да, дальше что? У тебя никаких вопросов, никто ничего не будет. Правда за тобой. Прям разложил. И людям интересно за тобой наблюдать. Короче, пока там меняли батарейку, здесь Мухаммад Калмыков упрашивает меня в хардкор пойти. Анатолий Сулянов. Это будет ваш самый яркий проспект. Не упустите. Анатолий Сулянов, мы идем к вам. В общем, давай быстренько закругляемся. Одна фраза от нас. Одна фраза от нас. Хомалув. А? Хомалув. Что? Вот этого не знаю, брат. Ладно, давайте подсказку. Хо — это ты. Этот, брат, урок я прогулял. Ну, тогда пусть, ну, Хаммалув это значит кто? Ну, типа, Хаммалув это кто? ты кто, да. Вот это тот вопрос, который Зеля мне задал впервые, когда меня увидел. Да? Можно что-нибудь полегче, пожалуйста? Ну, что-то типа, почему так часто пропадаешь? Так. Что бы такое сказать? Ну, такой лайтовый. Наква. Пойдем. Ну, лайтовый хотел, вот лайтовый. Общайтесь себе, скажи что-нибудь. Адыгабзаз алштабах сантыш псалам шалох. Он четко знает. Ты лучше меня знаешь кабардинский. Блин, я первый раз такого ингуша отвечаю. Сколько думал, что мы эту рубрику придумали? Как мой друг Абазин говорил с твоего курса, кстати. Язык врага надо знать, который черкесский, есть много языков. Кадыжу Заур, да? Да. пацан. На самом деле. Он должен ко мне приехать сейчас как раз. Заур, салам алейкум. И это, что еще, ну-ка, пару слов по Я попутал, брат. Вы охренеть, пожалуйста. На самом деле, Кабардино-Балкария – это республика, которая дала мне образование, дала мне кров в сложный период жизни для моей семьи. Спасибо большое вам. Спасибо большое вашему народу и вашей республике. Очень хорошие люди на самом деле. Всегда рады, говорю, помочь, чем сможем. Достойным ребятам, как говорится, мы открыты ко всем. Да, вот мы этим примером хотели бы показать, чтобы все кавказские народы были дружные. Адыги, кабардинцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, без разницы. Сейчас дружные, и сейчас Да, просто и в надо дальнейшем. чуть сплотиться, и все. Да, неважно, на каком языке вы разговариваете, на русском, или адыгабзачу псатлема, или галгаймах табуци, или if you talk in English, короче, да. Дух один у нас. Пока мы едины, мы непобедимы. Все, братан, пойдем отдушиться. Спасибо. А что-то хлопок был, видел, братский. Четко же мне понравилось. Душевно. Сейчас будет такой небольшой опрос. Ну, опросим, короче, молодежи, кто следит за спортом, кто следит за боями, за кулачкой. И узнаем, кто знает Мухаммеда Калмыкова. Но они не будут в курсе, что он здесь. Спортом интересуешься? Да, интересуюсь. Чем занимаешься? Боксом. За бойцами следишь кем? Да. За кем, например? Знаю Калмыкова, А еще кого? Хайбати, Ага. Калмыков где дерется? Который? Где он дерется? Хардкоре. Хардкор кулачка или бокс? Зачем следил? Ну, кулачки. А кто тебе больше нравится? Калмыков, Хайбати или может это, наверное, это, да? Новче, Куриев, наверное, да? Мне Калмыков нравится. Больше? Да. Ага, так, хорошо. Сейчас ты какой вес ты говоришь? 83. Ну, тогда с ним бой сделаем тебе сразу. Ща. Сколько у тебя вес, Мухаммад? 83?
90. Встрял ты, братан. О, что отсюда? Его смотрите, короче, что ты его любимый боец сказал. Душево. Он говорит, что 83, короче, с тобой будешь. Любого, да, Что, на Амстердам 83. сделаем? Да, давай, Слушайте, брат. Лес. Да, брат. Так, как спортом занимаешься? Пойдем, подойдем поближе. Давай. Каким спортом занимаешься? Поближе. Смешанный единоборство. А, красавчик. У нас как раз тоже блог там про спорт. Сейчас хейтеров найдем. Там кого-то знаешь, Хайбати, там, Всех Калмыкова, кого знаешь? Еще кого знаешь? Калмыкова знаю, Шалхала знаю, Перса знаю, Да. сибирского Конора знаю. Всех перечислил. Знаешь, Хайбати, например, кипишевал с Калмыковым, там. Кто тебе, например, или Перс, или Калмыков, кто тебе больше нравится? Мне Калмыков нравится, Чем? чем стилем его. А? Стиль нравится мне его. Да? Вот. Ассаляму алейкум. Как ты, брат? Короче, ты ему Как нравишься. жизнь, брат? Да? Все четко. Вот братскую Ингушетию заехал в гости. Машаллах, машаллах. А такие покойники тут, брат, отвечаю, бешеные просто. Все за тебя топят, прикинь, Да. уже 2 из 2. Они красавцы Поэтому, души. братуха, тебе в течение 2 недель от бронь-сервис 360 пленка, короче, бесплатно. От Киборга Понял? скажи, Да, что скажи, это- от Киборга я пришел, Калмыкова, бесплатно пленка, полностью полная. Иншаллах. Все, давай, братка, от души, да. Ассаляму алейкум. Алейкум салам. Салам алейкум, брат, салам. Андрей, из хардкора вообще кого знаешь? Ногти боец би, Зелимгани, Чурчаеве. А Калмыкова слышал? Да, слышь. Вайчара Вити. Давай, Калмыков, не знаю. Все. Сейчас, подожди-ка секунду, брат. Салам алейкум. Салам алейкум. Хейтера нашли, да? Тоже за тебя. Тоже за меня. Все, дяряса, брат. Чисто спортивно. Пойдем. Туда отойдем только. Кто будет отвечать за базар? Ты будешь за базар отвечать? Все, пойдем. Смотри, братуха, на русском будем говорить, потому что мы для разных, короче, для разных телезрителей по России. Шоухала знаю, Мгм. Акапа знаю, Чемпиона хардкора по кулачке. Калмыкова Да, знаю, да. А этого Хайбати. Хайбати тоже И знаю. маэстро Куриева, знаешь? Да, все, ну, в Вот, основном да, все да. по именам все знаю. Если Куриев и Калмыков, из них кто тебе больше нравится? Ну, Калмыков, наверное. Тоже нет. Опять нет. Опять нет хейтеров. Салам алейкум. Салам. Салам алейкум. Наблюдайте, да? Да. От души, от души. Это уже второй раз я приезжаю сюда, братья. Смешно. Все. Зовут как? Ислам? За спортом вообще наблюдаешь каким-то или занимаешься, видно, каким-нибудь видом спорта? Футбол. Футбол? А за боями боксеров, может, знаешь, каких-то Устика, Дилмурада Сатыбалдиева, знаешь? Слышал когда-нибудь? Так, хардкор, например, из хардкора кого знаешь? Многих там Так, знаю. кого, например? Никерхо. Никархо. It's time Никархо. It's time Никорхо, друг. Мурцал. Мурцал, наш, да? Еще кого? Такого высокого кабардинца, чемпиона по кулачке, знаешь? Калмыкова, да. Калмыков, да. А, например, его из соперников, кого ты его знаешь, основных? Никулин, Никулин, Чошимбе. Чошимбе. Так, Куриева, знаешь? Перса. Так, вот если выбрать из Перса или Калмыкова, кто тебе больше нравится? Поближе так. Калмыков. Калмыков больше нравится? Как дела вообще? Нормально. У тебя как? Нормально? Да, четко. Смотришь, да, наблюдаешь? Да, Болеешь? да. Вот скажи, Хамзат Куриев или я, кого ты выберешь? Тебя. Ай, от души. Он уже так это, и из своего присутствия он это сказал. Хамзат, что-то тебя тут вообще недолюбливаю. Он его не знал, прикинь. Даже не знаю. Короче, Иди, Волгоград тебе. суть в том, что мы планировали, типа, вот кто-то скажет против Калмыкова, и, типа, он там вышел, он бы, конечно, не наезжал, но просто сказал бы, там, чем я хуже. Но вот, по крайней мере, всех, пока мы обошли, все выбирают почему-то Мухаммада. Так, я бы, например, за Куриева болел. Видео полезное, спортивное. Хавли, я вижу, ты такой спортивный. Каким спортом занимаешься? Качалка? Только поближе, братка, и не стесняйся, погромче, может. Маэстро Куриева знаешь? Да, знаю. Так, а Хайбати Мухаммада? Знаю. Так, кто у нас? Кого ты еще там? Калмыкова знаю, Артура Акаба знаю. А из них, вот, например, кто тебе больше нравится, из которых мы перечислили? Калмыков. Сейчас я другу позову одного. Ни одного хейтера не могу найти. Короче, этого все. назовем наверное, вставку в наше видео, будем поиски хейтера Калмыкова Мухаммада. Если, короче, есть хейтер, напишите, пожалуйста, в комментариях, там, без матов только, короче, похейтите его хотя бы в комментариях под этим роликом. Надо взбодриться. Да. Просто, да, потому что ему нужен какой-то стимул. Там, напишите, что он мешок, там, не знаю, отекший. Короче, что-нибудь, потому что нам нужно кого-то найти. Короче, братка, тебе от бронь-сервиса единственное одно условие.
подпишись на Мухаммада Калмыкова, на меня zelem.kh и на бронесервис Арбат. Ну, может, не прямо сейчас, вообще на бронесервис и в течение 2 недель на 360 пленку на телефон тебе или твоему другу, кому хочешь. Ты меня, короче, под паровоз решил подкинуть, да? Не, ну хотел, чтобы что-то, я не знаю, какая-то реакция. Хотели там, ну, чтобы там Мухаммад вышел, да, чуть там хотя бы. Может, у него спросим. Единственный хейтер, наверное, это он. Да, походу я единственный хейтер Калмыкова в Ингушетии. Вежери, кто-то хотел там фотку? Слишком паленое, его лицо не снимай. Салам алейкум. Андрей, брат, как дела? Следишь за боями, может? Да. ММА? Да, часто. Тэквондо? Айкидо? Ну, почти всех знаю. Если там Мухаммада Хайбати и Калмыкова выбрать, кого бы ты из них выбрал? Ну, поинтереснее, как личность, я бы Перси выбрал. Спорить можно, конечно, среди них, но а так я Перси выбрал. Да. А Калмыков как тебе вообще, сам как человек? Как личность, как... Ну, как себя ведет? Может, высокомерный чуть? Вот мне, например, так кажется. Вот, что мне там... тоже так кажется. Да? Да. Ага, хорош. Как понты гоняет, да? А? Понты гоняет иногда. Тоже мне не нравится. Тем из такой... Ну, как выскочка, мне кажется. Да, о, как выскочка, правильно. Сейчас, подожди, я подруга позову. Говорят, что ты выскочка. Серьезно? Серьезно, что ли? Нормально. Вот вы нашли хейтера, да? Так, почему выскочка? Да, сейчас сразу конференция. Вес назови свой. 75. Так, 75 килограмм. Че, выйдешь? Так, почему выскочка? Поведение, ты нарываешься, дальше. А? Нарываешься, говорю. На кого, на что? Как нарываешься? Ну, на спокойных, на менее слабых. Вот из миллиона людей ты один такой ответил. Он говорит, что ты высокомерный. Али Хайбати есть? Он черт. Вот, но по-любому он слабее тебя. А? Он, Али Хайбати по-любому слабее тебя, ты выбрал его. Почему? Он меня выбрал, и я его, он меня выбрал. Он мне вызов кинул. Не кипишуйте. Он же мне вызов кинул. Я ему кинул вызов. Так, ладно, насчет того, что выскочка, это еще спорно. Тогда насчет высокомерия что скажешь? Он сам запутался. Не, я не запутался, я просто свое мнение так, в общем, сказал. Ну, короче, вот сейчас, например, сейчас ты его видишь вот вживую, так изменилось мнение? Как ты думаешь, на самом деле? Понятно, мы видим, что ты не испугался, ничего. Обычный человек, почему не надо его пугаться? Перчатки есть у вас? Не проблема, выскочу. Ладно, на самом деле это такой чисто легкий пранк, я рясал за реакцию, интересно был. Ты, кстати, первый, кто... На самом деле, у каждого свое мнение, и мы это уважаем, но... Ну, если честно, я его чуть подбил. Я говорю, ну да, чуть-чуть он такой высокомерный, даже, и он такой, ну да, и дальше уже сам накидывать начал, ну и выскочка. Я с ним хочу выскочить. Я же говорю, самый главный хейтер, по крайней мере, на заранее точно. Вот так вот. Ладно, братка, давай от души. В истории человечества, наверное, такое впервые. Мы дарим нашему Мухаммаду, брату нашему, второй раз один и тот же подарок. Такого никогда не было. Очки на месте. На очки на месте. Напиши адрес, посылку, почту, или можешь через меня передать. Короче, Мухаммаду Калмыкову очки верните. Впишите это в комментарии, чтобы вернули очки. О, аплодисменты где? Я не понял. Салам алейкум, Рашиду Дади Дрифт. Короче, Мишу, я чуть не подрался с ним, чтобы их выбить, но... Очки мне подарили, я у него в машине забыл эти очки. Потом он второй раз не захотел дарить. Короче, да, один раз, один и тот же подарок, да. Все, носи. Будет кто-то боксировать, подожди. Будешь боксировать? Нацепи перчатки. Умеешь надевать? Смотри, правую на правую. Широкой, не широкой. Первый раз в жизни перчатки надеваешь? Помогите в секунданты, полотенце, сушняк. Как полагается. Боксом занимался кто-то? Боксом? Нет? Никто? Не моя банда, походу. Мама, ты встрял. Вес у вас чуть разный. Так, где-то в раза 3, по-моему, да? Хотя бы один раз давай. Один раз. Ладно, братка, давай. Перчатки, их можешь забрать, в принципе, дарю, если по кайфу. Он футболист. Ты кто? Каким видом спорта? Борец. Борец? Не, он борец, ему перчатки не нужны. Трико здесь повесим у тебя, слышишь, в следующий раз. Фотку можно, конечно, заходить. Оба, хорош. Так, Калмыкову Мухаммаду сделали бронь на телефон, и вот такой герб ему наклеили. Хоть он и не просил. Что, есть желание там сегодня такую легкую тренировку провести? Ну да, взбодриться можно. Уже недельку не тренировался, просто соскучился. Короче, здесь есть один хейтер твой, самый главный. Серьезно? Стори закинул там. Кто не любит Калмыкова, отзовитесь, у кого хватит смелости там выйти на бой. Один, короче, отозвался. Причем, я тебе скажу, это достаточно известный человек в республике. Местный Отмар. И, короче, да, и он хочет, чтобы меня побили? Такой, бесстрашный, короче, пацан. Ну, тут все, брат, бесстрашные в этом плане. Я ему сказал, что ты там выскажешь ему это все лицо. Он говорит, не только выскажу, говорит, но и надену перчатки и побоксирую. Что скажешь? Ты сам знаешь, никогда не отказывался, конечно. Я же не Месси, Хамзат Куриев, я же не персидский дагестанец, я Мухаммад Калмыков, брат. Спаррингу быть.
Так, Мухаммад, сейчас проведем такую легкую тренировку и спарринг с нашим одним интересным гостем. А пока, ну просто хотел с тобой это обсудить. Как ты думаешь, до того, как ты приехал в Ингушетию, что ты думал больше? Мы найдем этих хейтеров. Мы же когда договаривались с тобой в этой игре, и вот мы ни одного не нашли. Честно, мне интересно было даже хейтеры, но я знал, что хейтеров нет у меня в братском Ингушетии. Чуйка такая была, не знаю. Кстати, к слову, одну историю расскажу. Ну, я ее нигде не рассказывал. Один тип написал мне, это оказалось брат персидского дагестанца. Он мне грязные вещи очень писал. Я смотрю, захожу к нему в страничку, там написано, ну, Дагестан, там, Каспийский, где работает, все, фото, это номер телефона. Я говорю, что, бессмертный, что ли? Скрин сделал, короче, и сохранил в папке на стигнет у себя. Чуть через год я поехал в Дагестан и вспомнил про него. Опа. Через левую страничку там написал, можно было прийти на массажист. Я записался, все, прихожу. У меня специально, чтобы его носить через год, ты зашел в заметки и ему позвонил? Я случайно вспомнил про него. И я через левую страничку написал, ну давай, можно записаться на прием, на массаж. Я приехал туда, он в коридоре меня увидел. Просто в ступор встал, подходит ко мне и говорит, брат, это я тебе писал, звоню. Я говорю, я не знаю, кому там писал, звоню, пошли, зайдем пообщаться надо. Ну и зашли, все, я ему переписку показывал, ты меня знаешь? Он говорит, лично, говорит, нет, не знаю. Говорит, взрослый, примерно, да, ну, он старше меня был. И если человека ты не знаешь, зачем ты себе такие вещи позволяешь, что ты оскорбляешь, ты неправильно себя ведешь. Брат, если я виноват, я извинюсь. Но я говорит, от своих слов не отказываюсь. Ты что, дурачок, что ли? Прикинь. Иди сюда, пошли, пообщаемся. Что именно он тебе говорил, я просто не понял. Короче, там личное задевал и так далее, понял, фамилию поверкал. Такие очень провокационные моменты. Вышли на улицу, короче, дал ему, видео даже есть у меня. Дал ему, короче, конкретно. И он встает, говорит, знаешь что, говорит, оказывается, говорит, вы нормальные ребята. Ты ему, походу, вправил, да? Прости, говорит, меня туда-сюда. Этот перский, он черт, он меня оставил, говорит, понял, когда меня 30 толпой, когда напали, говорит, он меня оставил, убежал, начинает на своего друга. На перса он гонит на перса? Уже на перса гонит. А вы, говорит, нормальные ребята. Сейчас, короче, обращение к персу, теперь перс ты себе в заметке записывай, и теперь и так по кругу пойдет. И короче, такой тип, конечно. Так, Мухаммад, вот еще один хейтер у тебя здесь есть, который вообще, в принципе, далек от спорта, но он хочет своим примером показать, что никогда не поздно поменяться. И он говорит, вообще мне в личной беседе, не знаю, что он сейчас скажет, но в личной беседе мне он сказал, что он считает, что потянет тебя. Ну, сейчас посмотрим, насколько он сможет. Давай, брат, тебе слово. Салам алейкум. Александр. Кто сказал, что вообще я далек от спорта? Это блогеры? То, что я блогер, ты не знаешь? То, что я далек от спорта. Это он, да? Да. Встретились мы сейчас с тобой. У вас переписка была там что-то? Да. Чуть-чуть непонятно было. Я вообще изначально... Честно говоря, все негативные моменты забываю. Нет, братан, я сейчас могу исполнить быстро. Да, не кипишуй. Ну давай, исполним. Я готов. Ты думаешь, как ты думаешь, в каком раунде тебе? Ну какая разница, в каком раунде? Для меня самое главное это выйти и показать, на что я способен. А то, что он там мастер спорта, там что-то там. Это вообще... Да. Вот это я уважаю, молодец. Мало кто так выйдет. Да давайте что, от слов к делу, сейчас быстро разомнемся, надеваем перчатки, бой. Давай, я готов. Надо рубануть, братан, чтобы потом не было разговора. Смотри, Мухаммад, главное, не бойся, хорошо? Все, это ты... Главное... Я тебе подсказываю буду. Да, смотри, он во втором раунде обычно раскрывается мощно. Хорошо? Смотри, работай на ножках, вроде не застаивайся, Он тебя может уронить, аккуратно. When will you niggas learn? Came to get
разговаривали? Давай, давай. Ты хочешь я? А не смейся, не смейся. Смотри, короче, чтобы чуть-чуть видео хотя бы получилось, первые пару минут, короче, пусть боксирует. Потом в конце вырубишь, хорошо? В конце только, давай. Что ты хочешь? А? Ты знаешь, что я не беда? Давай еще! Давай! Давай! Ставь его, Акрамшая сила. Что мы хотели сказать этим роликом, спросите вы? Да ничего не хотели сказать, просто хотели, чтобы вы поприкалывались, подняли себе настроение. В принципе, на нашем канале есть и другого типа ролики. Кстати, сможете их посмотреть, перейдите и поддержите этот канал. Там, напишите комментарии, колокольчики, лайк, вы сами все знаете, чтобы все было прикольно и канал продвигался. И единственное, что, наверное, скажу, это человек, который принял участие в спарринге с Мухаммадом Калмыковым, он, казалось бы, далек от спорта, но тем не менее он не побоялся, проявил характер, подрался, и так что, наверное, и с него есть какой пример можно взять. Поэтому будьте добрее друг к другу, занимайтесь спортом, двигайтесь. Неважно, с какой скоростью вы двигаетесь, главное не останавливаться. Салам алейкум.